Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию брифинг на тему противодействия коронавирусу. Глава Якутии А.С.Н. Николаев озвучит актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в регионе на 28 сентября. А.С.Н. Сергеевич, добрый день. Расскажите, пожалуйста, какова ситуация с коронавирусом в регионе? К сожалению, последние недели мы и в стране в целом, и у нас в республике видим рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Этому есть ряд объяснений, о которых уже заранее говорилось. Это и отпускники, которые у нас вернулись, это и начало учебного года, это, к сожалению, и потеря населением эпидемиологической настороженности. В результате на сегодняшний день у нас, например, за последние сутки 87 заболевших. Из них 45 город Якутск, 6 случаев в Мегано-Кангаласском районе, 10 случаев в Усть-Салданском районе, ну и по ряду районов, достаточно большому количеству, по 3, по 2 заболевших. Вот. К сожалению, вынужден еще раз констатировать, что у нас эпидемиологическая напала, у нас выросло количество заболевших лиц старшего поколения, старше 65 лет, и это привело к тому, что на сегодняшний день 51 человек у нас находится в реанимации, из них 9 на искусственной вентиляции легких. К сожалению, растет и смертность. У нас уже общее количество погибших от коронавирусной инфекции за все это время уже 100 человек. Конечно же, вот те меры, которые сегодня должны принимать органы местного самоуправления, в первую очередь, на мой взгляд, они недостаточны. Мы еще раз требуем, чтобы во всех учреждениях проводилась термометрия в обязательном порядке. В обязательном порядке должна проводиться дезинфекция помещений. Вот. И, конечно же, работники старше 65 лет не должны привлекаться к работе. К сожалению, опять же, ко мне вот обращаются лица старшего поколения, у которых работодатели заставляют выходить на работу. Это абсолютно недопустимо. И мною подписан указ о том, чтобы старше 65 лет граждане к работе не привлекались. Вот. Это относится ко всем, кроме медицинских работников. Вот. И я уверен, что это требование, вот мы сейчас тоже будем отслеживать его исполнение. Также мною дано сегодня поручение органам внутренних дел совместно с органами местного самоуправления пресекать различные массовые мероприятия. К сожалению, вот и в городе Якутске, и в других у нас населенных пунктах есть случаи проведения различных концертов, различных массовых мероприятий, на которых не соблюдается социальное дистанцирование.
Вот. Мы сняли ряд ограничений по театрам, кинотеатрам, по учреждениям физкультуры. Не для того, чтобы там вот массово народ скапливать, а для того, чтобы эти мероприятия все, если проводятся, они проводились, опять же, вот именно с соблюдением социального дистанцирования и соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Также мною дано поручение в адрес органов местного самоуправления, в первую очередь по городу Якутску, для усиления работы административных комиссий, работы департаментов предпринимательства, для того, чтобы органы, которые ответственно контролировали исполнение санитарных норм, в первую очередь масочно-перчаточного режима на объектах культуры, объектах торговли и общественное питание. К сожалению, опять же, мы здесь видим расслабление и несоблюдение со стороны ряда учреждений тех норм, которые в обязательном порядке должны соблюдаться. С сегодняшнего дня у нас возобновилась работа оперативного штаба уже лично под моим руководством. Мы будем ситуацию сейчас держать под постоянным контролем для того, чтобы в ближайшее время не допустить дальнейшего роста заболеваемости и, конечно же, уже переводить его в нормальное русло. По всем выявленным случаям у нас контакты выявляются, работа Роспотребнадзора, учреждениями здравоохранения в районах проводится. В принципе, никакого недостатка в лекарственных препаратах мы не наблюдаем. Вместе с тем, конечно же, еще раз хочу призвать население масочный перчаточный режим в общественном транспорте, в учреждениях, в разных помещениях самым строгим образом соблюдать. Это именно то, что позволит на сегодняшний день не допустить дальнейшего развития коронавирусной инфекции у нас в республике. Это был брифинг о текущей эпидобстановке в республике. Далее переходим к другим новостям. Объемы вакцинации от гриппа в этом году могут охватить 60% населения, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что это беспрецедентная цифра. В прошлом году прививку получили 45% россиян. Министр отметил, что люди активно обращаются за прививками в поликлинике, а в регионы направлена уже вторая партия. На проведение прививочной кампании